Здравствуйте, ребята. Спасибо, что пришли на урок. Садимся. Так, домашнее задание мы проверим через платформу, как вы знаете, Genial. Помните, поле будем играть? Так как у вас сейчас идет 4-й урок, он сейчас начинается у вас с вами, я хочу с вами провести легкую такую разминку. Можете встать с места. Сейчас начнем. Понравилась, да, разминка? Размялись, да? Хорошо. Теперь обратите внимание, и мы должны с помощью этих картинок, иллюстраций узнать именно какой будет тема нашего урока сегодняшнего. Как вы думаете, дети, которые на природе, солнце, под палящим солнцем, один день, и потом, можно сказать, планетарная страна, или, можно сказать, другие земли, вот нарисованы, смотрите. Вы увидели солнце в первый раз? Ага. Один день лета. Ага, один день лета. Хорошо. Другие планеты, хорошо. Рэй Брэдбери, все лето в один день. Хорошо. Так, теперь целью урока. Сегодняшнюю дату записали, да, уже? Да. Теперь, ребята, перед выполнением заданий давайте поделимся на группы. С помощью чего? Картошки фри. Хорошо. Каждый из вас сейчас ко мне подойдет и выберет одну картошку фри. И там будет написано первая группа и вторая группа. Первая группа сядет за этот стол, вторая группа за этот стол. Хорошо? Хорошо, теперь мы с вами узнали тему урока. Теперь по теме давайте узнаем цели нашего урока, которые мы должны с вами до конца урока достигнуть. Это, в самую первую очередь, вы узнаете о жизни и творчестве писателя. Потом, как вы догадались по иллюстрациям, «Один день лета», мы прочитаем рассказ, потом узнаем более подробно про жанр реальность и фантастика. Но перед этим проделаем такую работу, заполним таблицу «Знаю», «Хочу», маркеры есть, заполняем. Что вы сейчас знаете до урока? Примерно про Рэя Брэдбери, писателя, слышали или нет еще? Нет. Нет? Хорошо, пока что вы знаете хотя бы то, что он писатель, именно фантаст. Его биографию и о его жизни. Хорошо, про творчество и жизнь писателя у вас? Мы хотели узнать, какие еще творчества есть, про его произведения. Да. Какие произведения есть про его жизнь. Ну, хорошо. Да, вот такое задание, с помощью которого вы осуществите свою цель, то, что вы хотите узнать. Вам даны, сейчас немного, вместе начнем, биография, краткая биография писателя. Теперь задание такое, что вы должны собрать из этого текста пазл, да, в один целый текст именно в правильной последовательности. Редредмитер Стокхольмштрассе, совершать контакт. Нормально было. Теперь прочитаем. Прочитайте, по нему сейчас у нас будет проверочная работа. Как вы думаете? Пока сложите ручки и маркеры, я вам объясню. Задание объяснила, теперь как оно оценивается. Оцениваем методом 2 звезды и 1 пожелание. Хорошо? На задание дается. Вам буквально 2 минуты, я думаю, хватит, да? Хорошо, все, приступаем. Удачи!
теперь прочитаете, потом по нему будет играть хохот, ваше знание именно. Что вы узнали и поняли. Какую мы с вами сыграли, да, игру? Победившая группа у нас? Вы, да? Хорошо, похлопаем. Хорошо. Так, теперь, что мы запомнили про писателя Рэя Брэдбери? Он писатель... Восемьсот произведений. Хорошо. Самое известное произведение? 451 градус по Фahrenheit. Сначала прочитаете рассказ, и я вам дам вот такую таблицу. Реальность и фантастика. Вы должны выписать из текста рассказа, что является реальностью в произведении, в рассказе, а что является фантастическим. То есть, что именно для нас воображаем в нашей мысли, но не существует и не бывает в реальной жизни. Yani şuna yorulur болмайтын, ойдан шығаруға болатын. Реальность, то есть то, что происходит в реальной жизни, в реальном мире, а фантастика что-нибудь воображаемое. Все, поделили тексты. Реальность. То, что действительно существует, не воображение. Хорошо. То есть это... Фантастика не существует в действительности. То, что основано на воображении, мысли, то, что волшебное, невероятно. Невероятно. Хорошо. Они этого не поняли. Но это очень много всяких фантастических воспоминаний, снова во сне. Он видел и вспоминает золото, яркий желтый карандаш, монеты такой большой, что можно купить целый мир. Она знала, что ей чудится, будто они помнят тепло, когда вспихивают лицо и все тело, руки, ноги, дрожащие пальцы, а потом они просыпаются и опять барабанит, дождь, без конца сыплются звонкие прозрачные бусы на крышу, на дорожку, на сад и лес, и сны раскатаются как дым. Теперь, задание мы с вами все выполнили, да? Цели свои достигли? Да. Узнали про Рэя Брэдбери? Да. Рассказ прочитали? Да. Прочитали. Реальность и фантастику мы с вами изучили еще? Да. Да. Хорошо. Так, теперь мне нужна от вас обратная связь. Перед вами вот такие жетончики, сигнальные карточки. Вы можете с помощью них указать, что вам было понятно, что не было понятно, как для вас прошел урок. Так, начнем с первой группы. Айолон, хорошо. Так. Алдиар, хорошо, отлично. Ага, спасибо. Так, вам все было понятно, да? Да. Вопросов не возникло. Нет. Хорошо, так, у вас. Ага, так. Все было понятно, да? Хорошо.